Привет, телезрители! Хорошего всем дня! Вы смотрите детскую информационную службу «Гора новостей». Прямо по курсу новости, ничего кроме новостей. Зато какие! Твои проводники на вершину событий Миша Крылов И Аня Шишакова. А вот где побывали наши корреспонденты и какие материалы будут в нашем эфире. Сегодня в выпуске: как построить ракету, где можно встретить самых умных уфимцев, что такое этнография и где говорят по-японски. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. На календаре 13 ноября. Еще немного, и календарная зима вступит в свои права. Но нам впадать в спячку некогда, новости не ждут. В Уфе 311 школьников оказались не готовы к дистанционному обучению. По причине отсутствия у них техники для занятий онлайн. Как же они тогда заканчивали прошлый учебный год? А вот непонятно, но этот вопрос решается в экстренном порядке. Напомним, что с 9 ноября в дистанционном режиме по всей республике учатся учащиеся 6-10 классов. С 1 по 5 классы, а также 11-классники продолжили учебу после затяжных осенних каникул очно. Такой график работы образовательных учреждений определен до 22 ноября. Как же хочется, чтобы после заветной даты мы снова сели за реальные парты. Как не раскиснуть дома и не запылить свой мозг, советы в следующем сюжете. Любите ходить к врачу? Да уж, не думаю, что среди вас есть такие, кому по душе такое занятие. Но если бы вы были доктором, то точно бы пересмотрели свои взгляды. Проект «Умная Уфа» запускает большую медицинскую программу. На протяжении всего лишь 3 дней ребята, интересующиеся медициной, могут попробовать себя в 6 разных направлениях. Научиться делать уколы, ставить гипс, профессионально чистить и устанавливать брекеты. И это далеко не весь список. На каких направлениях ты уже побывал? Я был пока что только на травматологии. И мы здесь сначала ощупали травму и написали в листовке о пациенте. Какие у него травмы, как выглядит нога и как зовут врача. Такая программа рассчитана на ребят от 5 и до 15 лет. Целых 2 этажа молодежного технопарка Уфимского государственного нефтяного технического университета переоборудованы в операционные, лаборатории, гипсовочные и даже в самый настоящий кабинет ортодонта. Что вы делаете в отделении по стоматологии? В отделении пастологии мы проходим мастер-класс о том, как нужно правильно накладывать гипс на форму зубов пациента. Юные стоматологи, хирурги, педиатры и травматологи удаляют опухоли, берут образцы крови, накладывают гипсовые лангеты, выявляют диагнозы по рентгеновским снимкам и даже учатся исправлять прикус. Что у тебя такое в руках? Это гипс, смешанный с водой. Я не знаю, что мы делаем с ним, но что-то будет, по-моему, классное. Расскажи, что вы сегодня делали. Наверное, зубы человеку сделать. Этот проект «Умной Уфы», пожалуй, самый дерзкий. Каждая точка квеста – новый пациент, новые операции и новые знания. Пройдя все маршруты, можно стать супер-мега-врачом. Останется только получить диплом. В таких лабораториях можно удивительным образом открыть себе новые способности и определиться в выборе будущей специальности. И самое главное – уяснить, что быть врачом гораздо интереснее, чем пациентом. Так что будьте здоровы и любознательны. Яна Васильева, Ильнар Бигбов, специально для «Горы новостей». Яна, спасибо. А я напоминаю, что вы смотрите «Гору новостей», а это значит, что вас ждет масса полезной и нужной информации. Это точно. В Уфе установят 5 контейнеров для сбора вещей. Инициатор акции – благотворительный фонд «Твердая почва». По проекту «Подари вторую жизнь вещам». Мне очень нравится, что человечество постепенно переходит на осознанное потребление. Емкости призваны облегчить сбор старых ненужных вещей. Первый контейнер находится возле перевернутого дома на площадке The Lifestyle центром Башкирия. Второй стоит перед фреш-маркетом на площадке ТЦ «Центральный».
А остальные где? Может быть, есть что-нибудь в Нагаево? Ну, еще 3 ждут своего места, полученные в ходе сбора вещи будут отсортированы в благотворительный магазин «Нуждаемся» и на переработку. Мне нравится такая полезная идея, а прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет о пользе других акций, но тоже массовых и добровольных. Как проверить свои знания и не нахватать двоек? Мы с ребятами решили проверить наши знания в области этнографии. На протяжении целой недели можно было поучаствовать в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Этот уникальный проект позволяет оценить уровень грамотности населения нашей страны относительно всех народов, проживающих у нас в России. Расскажи немного про вопросы, какие они были. Были вопросы, 20 вопросов общие про народы России и 10 вопросов про Башкортостан. Радмир, скажи честно, ты писал сам или все-таки списал? Возможность, конечно, была списать, но я решил проверить свои знания и все писал сам. Молодец. И сколько ты баллов набрал в конце концов? 32 из 100. Задание диктанта, по сути, это тест. 30 вопросов, на которые дается 45 минут. Если время заканчивается, то доступ к вопросам становится невозможным. Максимально можно получить 100 баллов. Сертификат с отметкой о вашей успеваемости приходит на электронную почту, которую вы указали при регистрации. Как ты думаешь, для чего нужен большой этнографический диктант? Мне кажется, он нужен для того, чтобы лучше узнать свою республику, свою родину и вообще проверить знания. Отлично. А какие вопросы были про Башкортостан? Мне запомнился вопрос про национальный башкирский костюм и его элементы. В этом году в диктанте приняло участие свыше 1 миллиона человек из 46 стран. Вопросы даже были переведены на английский и испанский языки. Ежегодно акция «Большой этнографический диктант» проходит в начале ноября и приурочена она ко Дню народного единства. Акция «Большой этнографический диктант» проходит уже в 5-й раз, но только в этом году она приняла полностью онлайн-формат. А что, удобно, можно взять и списать у друга. НЖ Снегирева, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. НЖ, спасибо. А ты писал? Нет, я отдыхал, но это меня совсем не оправдывает. Ребята, проявляйте активность. Вот, например, наш постоянный зритель Егор сам снял и смонтировал сюжет. Смотрите, но не судите строго. Скорее всего, не все знают, что в 2020 году уже ребенок может создать себе какую-то игрушку и починить какую-то вещь. Для этого используется 3D-печать. Инструменты для 3D-печати тоже бывают разные. Самое обыкновенное – это, конечно же, 3D-ручка. Сюда мы вставляем пластик, а отсюда он выходит. Кстати, пластик тоже бывает разный. Он бывает разный не только по цвету, но и по температуре плавления. Но более сложный инструмент 3D-печати – это, конечно же, 3D-принтер. Благодаря специальной программе мы можем создавать более точные и более сложные детали, такие как шестеренка. Давайте посмотрим, что у нас получилось. В итоге мы напечатали вот такую шестеренку для механизма. Принтеры отличаются по размерам. Интересно, все они работают как 3D-ручка? Да, ты прав. Есть принтеры, которые работают точно так же, как 3D-ручка, расплавляя пластик. Только пластик подается вот из таких больших катушек. Можно напечатать какую-нибудь железную деталь? Да, ты прав. Можно напечатать даже железную деталь, только вместо жидкости используется порошок, а вместо ультрафиолета используется настоящий лазерный луч. Но это не самое интересное, потому что современные технологии позволяют печатать даже живые органы. 3D-печать очень полезна и очень увлекательна. Она используется как и детьми, так и взрослыми на производстве. Я надеюсь, в будущем она поможет человечеству. И, кстати, с вами был я, Егор Пущенко, специально для Горы новостей. Как приятно, что наши телезрители вдохновляются и тоже погружаются в мир журналистики. Ну, а мы здесь уже как рыба в воде. И раз уж мы заговорили про увлечение, то предлагаю далеко не отходить и показать материал про ребят, которые интересуются наукой. Переносимся на аэродром Первушино. Нас ожидает запуск ракет. Оказывается, чтобы собрать самолет или ракету, не обязательно высшее образование. Мы находимся на самом настоящем аэродроме.
Здесь проходит запуск летательных аппаратов, которые собрали сами школьники. Ребята из профильной смены «Время первых» направления ракетостроения на настоящей практике на аэродроме Первушино. Еще немного, и произойдет момент истины. Молодые инженеры, в теории изучившие орбитальную механику и бортовые системы в деле, испытывают свои летательные аппараты. Как вы собирали эту ракету? Ну, это было очень сложно, потому что до этого момента у нас не было каких-либо знаний. И, получается, мы собирали как в первый раз без опыта. И получалось очень часто переделывать. Ну, и было очень много недочетов. Испытание состоит из нескольких этапов. До начала испытания ребята проходят инструктаж, ведь они на реально действующем аэродроме. При подготовке ракеты к запуску нужно учесть массу показателей. Направление ветра, температуру воздуха, влажность. Эти показатели влияют не только на запуск, но и на сам полет. Сколько вы конструировали такую ракету? Данную ракету мы конструировали около 3 дней, но в общей сложности у нас ушло чуть больше недели на постройку 3 ракет. Запуск происходит моментально, это несоизмеримо с приготовлениями. Но каждый из конструкторов знает об этом. Им не обидно. Зато за неделю смены «Время первых» эти ребята смогли еще лучше прокачать свой инженерный талант и сделать крутой научный проект. Вот такие ракеты конструируют ребята в специальном техническом лагере. Лагерный отдых – это не только кричалки и тихий час. Иногда это выглядит так. Олег Саразов, Руслан Бикбаев, специально для «Горы новостей». Олег, спасибо. Таким умам можно позавидовать. Но лучше не завидовать, а брать пример. Раз уж мы смотрим вдохновляющие и мотивирующие сюжеты, то у меня есть еще один на примете. Что делать, если все соревнования отменят? И даже показатели выступления не проведешь. Эти ребята нашли выход. Спортивная федерация карате Киокусинкай проводит регулярные тренировки. В этот раз они решили сделать видеоотчет для родителей. Ну и самим каратистам не будет лишним посмотреть на себя со стороны. Что такое ОС и как оно переводится? ОС – это приветствие, и когда нам говорят команду, мы отвечаем ОС, это значит, что мы поняли задание. Как ты понимаешь все команды на японском? Нам это обычно говорят на тренировке. Я даже могу досчитать до 10 на японском. Я за 4 года все это выучил. Ич – это 1, ни 2, ич ни санши го рок сич ач кудё. Это до 10. Карате Киокусинкай считается одним из самых трудных и жестких стилей этого единоборства. Зато спортсмен действует максимально эффективно. На тренировках помимо наработки приемов большое внимание уделяется нравственному воспитанию. Тимур, расскажи об этой тренировке. Эта тренировка стандартная, то есть разминка, начиная с ног до головы. После этого идет небольшие бои на координацию, ловкость и ум. Карате Киокусинкай очень зрелищный вид спорта. Ребята, поддержите себя в форме. Ведь в здоровом теле здоровый дух. Костя Полухин, Ильнар Бикбов, специально для «Горы новостей». Костя, спасибо. А на сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Миша Крылов и Аня Шишакова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.